Послание к Федеральному собранию считается одним из главных президентских мероприятий года, которое на протяжении уже 22 лет, что длится эта традиция, вызывает соответствующий интерес. В связи с непростой политической и экономической ситуацией в мире, важность данного события в этом году возросло многократно. Свое 12-е по счету послание к Федеральному совету Владимир Путин начал со слов благодарности российским военным, что борются с терроризмом в Сирии, и минутой молчания в память о солдатах и гражданах России, погибших от рук террористов. Прошу почтить память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг. Память всех российских граждан, погибших от рук террористов. Минута молчания невольно задала тон всему посланию президента. Этим жестом Путин, по сути, заявил, что Россия не может позволить себе быть слабой в это нелегкое время и терпеть политических пощечин. Президент напомнил о недавнем инциденте с российским бомбардировщиком, которого сбил турецкий истребитель. Подлого предательства, как заявил Владимир Путин, Россия не забудет и не простит. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Реакция России будет жесткой, но продуманной и адекватной, добавил Путин. В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Между тем, как сказал Путин, в Турции у нас много друзей. Это трудолюбивый и добрый народ, и мы не ставим знак равенства между ними и пособниками террористов, в борьбе с которыми президент России в очередной раз призвал мировое сообщество объединить усилия и создать антитеррористический фронт. Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны. В 20 веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, самой кровавой мировой войной. Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей. Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы видим, как международное сообщество легли под Америкой, и они ведут предательскую позицию, борьбу против нашего суверенного государства России. Поэтому борьба терроризма – это должен быть приоритетом. Каждый гражданин России должен знать, что он несет ответственность за безопасность нашего государства, за народ. Поэтому президент конкретно озвучил наши перспективы и как мы осуществляем борьбу. Мы это на все миллиард % поддерживаем и готовы выполнить любой приказ. Говоря о предстоящих выборах в Госдуму страны в 2016 году, Владимир Путин процитировал слова выдающегося русского историка Карамзина: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, другие уважать не будут», дав понять этим, что конкуренция на выборах должна быть здоровой, а сама кампания максимально прозрачной. В своем послании Путин предложил еще одну реформу в уголовно-исправительной системе. Каждый 5-й заключенный сидит в тюрьме за незначительные преступления, наказание за которые можно смягчить. Помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Прошу Государственную Думу поддержать предложение Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления
не представляющий большой общественной опасности в разряд административных правонарушений. Но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние. Вопросы, связанные с экономикой, на которую обрушился шквал тяжелых ударов в виде санкций, как и ожидалось, заняли львиную долю послания президента страны. Ситуация сложная, заявил Путин, но не критическая. Сокращается инфляция, заметно укрепился рубль, промышленный комплекс развивается. Но чтобы в будущем избежать подобного экономического давления, необходимо провести импортозамещение, сделав ставку на отечественного производителя. Этим вопросом Чеченская Республика, как и ряд других субъектов страны, уже занимается. У региона с богатым сельскохозяйственным прошлым и солидным природным потенциалом сегодня есть все шансы вновь вернуть себе былую славу. Учитывая сложившуюся ситуацию и освободившиеся ниши на рынке, сделать это будет гораздо проще. Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев. Причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат. Будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорого товар. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Выход на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса. Владимир Путин призвал избавить бизнес от чрезмерного внимания со стороны контролирующих и надзорных органов. Только за прошлый год возбуждено почти 200 тысяч дел с так называемым экономическим составом. Причем абсолютное большинство из этих предпринимателей в конечном счете потеряли свой бизнес. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу правительственную комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов. В своем послании Владимир Путин затронул и демографию. Последние 3 года в стране наблюдается естественный прирост населения. Это говорит о том, что люди хотят воспитывать детей и верят в поддержку государства. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию в экономике, программу материнского капитала, что должна была закончиться в следующем году, как считает Путин, необходимо продлить. Считаю необходимым продлить программу материнского капитала еще как минимум на 2 года. Благодаря демографическому росту быстрыми темпами увеличивается число школьников. И, как следствие, в учебных заведениях ряда субъектов остро не хватает мест. Эта проблема, как одному из лидирующих регионов страны по рождаемости, не понаслышке знакома и Чеченской Республике. Чтобы загруженность не сказывалась на качестве образования детей, ежегодно приходится строить новые школы. На эти цели, как заявил Путин, государство и дальше будет выделять значительные средства из федерального бюджета. Несмотря на трудности, государство не намерено отказываться и от других своих социальных обязательств, говорит Путин. Еще одна важная задача – повышение качества здравоохранения. Высокотехнологическая медицинская помощь станет доступней. Оплачивать дорогие хирургические операции теперь будет государство. В прошлом послании было объявлено о запуске национальной технологической инициативы. Ее горизонт 15-20 лет. Однако практическая работа идет уже сейчас. Она показала, что у нас много сильных команд, способных предложить и реализовать новаторские идеи. И по таким направлениям, как нейротехнологии, беспилотные технологии в авиации, да вообще на транспорте, системы хранения и распределения энергии, у России есть все шансы среди первых прорваться на глобальные рынки. Причем уже в ближайшее время, в ближайшие годы. Речь Путина неоднократно прерывалась бурными овациями, что говорит о поддержке курса национального лидера. А вот реакция западных СМИ к очередному посланию Путина, как обычно, была неоднозначной. Громкие заявления Путина в адрес Анкары стали заголовками множества изданий. Но вместе с тем посыл российского президента, призывающего объединить усилия в борьбе с международным терроризмом, как и ожидалось, услышали многие. Прошлогодняя речь Путина была полна критики в отношении западных санкций, а также доминирующей роли США и отсутствия в мире баланса ведущих держав. В этом году все было по-другому. Хотя Россия и продолжает находиться под западными санкциями, последние геополитические события превратили ее одновременно в друга и врага Запада и тех стран, которые вводили против нее ограничительные меры.
За 58 минут, что длилась речь, Владимир Путин ни разу не упомянул украинский кризис. Многих это удивило, но с другой стороны президент дал понять. Вопрос, конечно, серьезный, но постоянно вносить его в повестку при любом удобном случае не стоит. Завершая обращение к Федеральному собранию, Путин призвал российский народ к единству. Вместе мы сможем принять любой вызов времени и победить. Магомед Салтмурадов, Ислам Цамаев, Новости 7.